Саламатсыз, кадірлі достар! Сегодня мы приглашаем вас на праздник. Вместе с жемчужинами и батырами вы станете участниками старинного обряда Боз Узату. В любом деле важна подготовка. В этом уже успели убедиться Нани Энжеляр и Нани Батырлар. Они успешно проявили себя во время конкурса рукоделия и кулинарного этапа. А теперь их ждет первый экзамен и выход на публику. В парке имени Гагарина они станут участниками старинного весеннего праздника «Проводы льда». Наши далекие предки строили деревни на берегах рек и озер и поступали мудро, ведь вода – это жизнь. Зимой водоемы крепко сковывал лед. Но под теплыми лучами солнца он таял, и начинался ледоход. В этот день устраивали большой праздник, знаменующий приход весны. С песнями и танцами в ярких нарядах вся деревня выходила на берег, чтобы проводить лед. Наши жемчужины и батыры превратят старинный обряд в настоящий спектакль. А сценой для них станет берег карьера в парке. Но чтобы исполнить песни и танцы, сначала их нужно выучить. Вокал, татарский язык, занятия хореографией. Расписание очень плотное. Впрочем, им это только в радость. Уроки проходят весело и интересно. Вперед, назад, вперед, назад. Занимались хореографией, танцевали, играли. Заниматься тут хорошо. Мне очень нравится. Тут можно всегда поиграть, повеселиться, поговорить с друзьями. Особенно мне нравится урок хореографии. Тут все хорошо. Мне нравится тут абсолютно все. Учеба – это тоже одна из важных частей конкурса. Оценки, конечно, ребятам не ставят. Но все же педагоги и члены жюри внимательно наблюдают, насколько велика их тяга к знаниям. Нани Энжеляр и Нани Батырлар – это не просто конкурсы, это целый образовательный проект. И наши участники, наши любимые дети садятся точно так же за партой, как самые прилежные ученики, и из уст опытных педагогов узнают то, о чем в школе они обычно не слышат ни от одного из учителей. Просто в школе об этом не говорят. Они узнают об истории своего народа, они говорят о традициях, обычаях, они изучают литературные произведения наших великих поэтов, писателей. И, конечно же, это все делает их мир богаче. Они получают доступ совершенно в другой мир, мир народной культуры, мир, касающийся истории в какой-то степени и каждого из этого ребенка, потому что это история его рода, это история его предков. И они просто должны это знать, чтобы потом передавать дальше следующему поколению. Вернуть подрастающему поколению родной язык – это еще одна из задач проекта. Многие родители на татарском не говорят, но бабушки и дедушки еще помнят. Получается, что разные поколения не могут понять друг друга. Впрочем, надежда есть. Дети точно знают, зачем учить татарский. Потому что это мой родной язык. Это язык народных песен, великих стихов и любимых сказок. Вот о них мы сейчас и поговорим. А вы знаете, что в старину люди верили, в озерах и реках живет коварная Суанасы? Что может случиться после встречи с водяной? Расскажем вам прямо сейчас. Для наших предков природа была полна чудес. Многие явления они не могли объяснить, и поэтому придумывали мифы. Так родились и суровый дух леса Шурале, и коварная Суанасы. Река бурлит и выходит из берегов не иначе, как проделки водяной. Но в сказке Габдуллы Тукая, написанной по фольклорным мотивам, у Суанасы другая роль. Она учит маленького героя, укравшего ее волшебный гребень, что нельзя брать чужого, а к духам природы стоит относиться с уважением. Шаптым ауылға, таратны тиз генә элдем дә мин.
сөйләгәчтен кыйссаны алды тарагымны әни. Курка үзе алса да уйлый ишеннән әлләни. Яхшы, хуш, батты кояш, йокларга яттым кич белән, и эче тулган иде кичке һава, хуш ис белән. Юрган астында йокыга китми ятам мин һаман. Шык та шык, кемдер тәрәзәгә чиртә бер заман. Ни кирәк? Кем бу? Кара төндә вакытсыз кем йөри? Нәрсә барсың төнлә берлән, и пычагым киргери. Су анасы мин, китер, кайда минем алтын тарак? Бир, бая көндез алып качты синең угылың, карак. Су анысыннан кытылгаштын, тынычлангач әни, и ырышты, и ырышты, и ырыштысың мине. Мин дә шуннан бирле андый эшкә кыймый башладым. Яйясе юк дип, әйберләргә тими башладым. Суанасы на проводах льда мы с вами точно не встретим. Даже для нее пока слишком холодно. Как быть, если весна не торопится навстречу? Наши участники знают ответ. Надо позвать солнышко, чтобы оно пришло, и весну. И тогда лед растает, и можно будет запускать кораблики. Зрители из числа случайных прохожих подходят поближе к этой веселой и шумной компании. У начинающих актеров, оказывается, есть свой секрет. Мы немножко перекусили, чтобы настроение поднять. В постановке сыграют не только жемчужины и батыры. Хватило ролей и для участниц конкурса татар-кызы. Мин кояш. Мин яз, безне бүгін кештер көтәләр беремге. По сюжету спектакля сначала прилетели первые предвестники весны – грачи. Потом выглянуло солнце и растопило лед. А значит, и весне пора показаться во всей красе. В этом году ее действительно заждались. Сегодня праздник провода льда. Это означает приход весны. Сегодня мы сделали не такую, небольшую сценку прихода весны и солнца. Мы пели песню, рассказывали стихи, говорили стихи на татарском. Нам понравилось, потому что весенний праздник – это весело, солнце встречать, и это очень весело. Весело было и зрителям. Среди них студенты из далекой солнечной Индии. Оказывается, в этой теплой стране весну тоже ждут с нетерпением и отмечают ее приход праздником Холи. We have some festival like we celebrated this with colors like it's called Holi. So we have one goddess, like goddess name is Holi. We burn them, and then after that day, spring come. Вот теперь с уверенностью можно сказать, весна окончательно вступает в свои права. В этом есть и заслуга наших участников. По крайней мере, они в этом не сомневаются. И мы им тоже верим. Biz uzatу ул борынгы төрки бабаларыбыздан калган иң борынгы йолаларның берсе.
ул төрле сәбәпләр белән соңгы елларны юкка чыга башлаган. Шуңа күрә без быел үзебез җыелып менә шулай шушы йоланы тергелтергә, торгызырга тырыштык, үзгәртергә тырыштык үзебезчә. Ул борынгыдан килгән йола, борынгы бабаларыбыз елга буенда яшәгән һәрбер халык беренче боз китү көнен һәрвакыт җыелып матур бәйрәм ясап узатканнар. Чөнки ул табигатьнең уянуын, табигатькә яхшылык теләү һәм мул уңышлар китерүен сорап, халык җыелып үзенең җырларын, моңнарын язга бүләк иткән. Шуңа күрә боз китү бәйрәме ул иң борынгы, иң матур бәйрәмнәрнең берсе. А вот и первые подарки весны на льду появились проталины. Но для волшебных корабликов, которые ребята сделали своими руками, они словно целое море. Пусть плывут скорее навстречу мечте. Она обязательно где-то ждет. Там, на далеких берегах. На этом наша программа завершается. Яңа ошашулар көтеп калабыз. Сау булыгыз! А в следующей программе встречаемся на стадионе. Чья группа поддержки окажется самой громкой? Можно ли сломить волю к победе? И как воспитать настоящего чемпиона? Узнаем на следующей неделе.